Установка глубинного насоса – дело тонкое, поэтому ремонтная бригада водозаборной станции Кантышева подетально разбирает сначала электрику, потом и медные подсоединения. 100-килограммовое водооткачивающее оборудование сейчас находится в исправном состоянии, но еще пару дней назад специалистам пришлось демонтировать его и вывести в Сунжинскую лабораторию. Там в мастерской насос уже проверили и одобрили к установке. Вот этот насос в час выдает 40 кубов. Сейчас идет сборка, монтаж. Сейчас подключение электрической части идет. Потом после этого мы ее заново испытаем на своем этом. Насос одевается на трубы и штучно трубы опускаем вниз в скважину. Глубина где-то в этом скважине 120-130. Глубинные скважины или на языке специалистов насосы первого подъема очень важны в системе водоснабжения и при этом капризны. Плюс ветхость оборудования и подсоединенных к ним труб зачастую доставляют немалые проблемы как самим специалистам, так и в конечном итоге простым жителям. Всего таких скважинных участков здесь на территории Кантышевского водозабора расположено 40 штук, в исправном состоянии из которых находится только 30. Уже очевидно, что для нормальной водоподачи мощности 3 десятков насосов недостаточно. К примеру, на Малгобекский район поступает лишь 1100 кубометров воды в час, что видно на датчиках контроля в Центре управления насосным оборудованием. Все выходы, контроли за насосами, пересечение фазы какая показывает у нас в тех датчиках. Вот вся нагрузка насосов какая идет. Вот наша операторная насоса. Отключение света блокируется, отключение блок питания отключается автоматически. Аварии, да, вообще? Да, аварии. Наша съемочная группа с самого начала, освещая проблемы и всевозможные причины плохого водоснабжения, неоднократно разбиралась с местными специалистами и в вариантах их устранения. Только время идет, а заметных сдвигов в лучшую сторону почти не наблюдается. Неоднократные жалобы от жителей сел Инарки, Акиюрт, Сагапши тому подтверждение. Директор ГУП «Ингуш-регион-водоканала» Абукар Костоев в свою очередь называет, по его мнению, главную причину нестабильной водоподачи в Малгобекском районе. В Сагапши вообще общем 700 кубов воды нужно. В Сагапши 80% населения Сагапши, вот эта сама магистральная труба, она 500 идет, она проходит через Сагапши. 80% населения сельского поселения Сагапши сидят на этой трубе. 90% сельского поселения верхние очилки, сельское поселение средние очилки, сельское поселение нижние очилки сидят на нашей магистральной трубе. Что касается жалоб на плохое водоснабжение, то здесь геолокация обширная и не ограничивается одним вышеупомянутым районом. Жители селений Плиева, Барсуки и Гази-Юрт, несмотря на замену старых и установку новых насосов на водозаборной станции в Гамурзиево, не могут похвастаться нормальным напором из-под крана. Тем не менее, как заверил Абукар, ситуация там намного лучше, чем несколько недель назад. В населенных пунктах Назаровского района, Артиево, Гамурзиево, Барсуки, Гази-Юрт, Плиево, вода есть. И единственное, что где нет, вот на периферии, вот район новостроек, где люди сами проложили водопроводы, они же, сети являются муниципальные, без каких-либо тех условий, кто как хотели, так и прокладывали. Но когда прокладывали, они должны были учитывать пропускную способность этой трубы, которая... А это сама водонасосная станция в Гамурзиево. Здесь полным ходом идут профилактические работы. Из-за постоянной вибрации двигателей насосное оборудование постоянно нуждается в регулировке задвижек и смазке деталей. Шум насосов, от которого просто закладывает уши, кажется привычное дело для ремонтников. Объект, введенный в эксплуатацию в 1957 году, знаком с современными технологиями. Только благодаря недавно установленному насосу нужно отметить, что здесь с момента визита главы региона Махмуд Али Калиматова водопоток увеличился на 300 тонн воды в час. Также облагорожена территория и самой водонасосной станции. В данное время работает насосная станция данная, да? Это насосная станция 1957 года строительства.
Проводим профилактические, технические, по регламенту обслуживание проводим. При полной реконструкции этой станции водоподача в населенные пункты увеличится на 100% даже в самые жаркие дни года. Вместе с тем нельзя не согласиться со специалистами Ингушрегионводоканала с тем, что это комплексная работа. Ветхие насосы, станции, распределительные сети, которые то и дело не выдерживают напора воды и лопаются. В общем, работа предстоит огромная, но главное, вполне осуществимая. Уже к 2023 году планируется провести модернизацию всей системы водоснабжения региона. Хава Газикова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.